Только зверь рыщет по земле в поисках тучной добычи. Человек мечется, бродит по земле в поисках любви, и ее всегда не хватает, как вода в пустыне. И все караваны земли грядут, бредут, томятся в поисках любви, и человек ищет человека, и человек ищет человеков, и человек ищет человечество. Это программа «На перекрестке», и сегодня мы в гостях у автора этих замечательных строк, поэта и прозаика, суфия и мудреца нашего времени Тимура Касымовича Зульфикарова. Здравствуйте, Тимур Касымович. Свое прибытие в Таджикистан вы назвали возвращением к истокам. Что вы имели в виду? Человек вообще, я считаю, есть такая русская пословица: где родился, там и пригодился. Еще есть каракалпакская замечательная пословица. И вот ты сделал 40 шагов от родного дома, и ты уже сирота в мире. Сирота в мире. Мне кажется, и теперь уже я не опираюсь не на пословицы, а уже на свой опыт. Мне кажется, что все несчастья людей происходят от того, что мы далеко уходим от своего дома. Вот то, что сейчас происходит, колоссальное смешение народов, колоссальное такое вавилонское смешение, да? И мы можем, вот сейчас я пошел, сел в самолет и улетел в Китай, да? Или улетел в Индию, да? Окунулся в совершенно другую культуру. Если взять, например, великого художника русского Рериха, мудреца и художника, он вообще попал под такое влияние, такую любовь к Индии, как мы знаем, что он в Индии и остался. Он стал другом великих индийских властителей. То есть его привлекла индийская мудрость, индийская культура, индийский способ жизни. Вот. Поэтому, но я полагаю, что где твоя колыбель, Гахвара, там должен быть и кафан, и саван. Вот на самом деле человеку, который, как говорил Лао Цзы, лучшие путешествия я совершал, не выходя из дому. 21 век – век великих путешествий, да? Великих путешествий. Но все-таки человек ощущает, тоскует по родине, и где-то сейчас таджики тоже впали в большое рассеяние. Очень много таджиков в Америке, во Франции, в Китае, в Эмиратах, да? Может быть, там слаще материальная жизнь, да? Но все равно каждый из них тоскует по родной таджикской земле. Не зря, когда выходят из самолетов, возвращаются, падают на землю и плачут. Вот от счастья, от избытка жизни, избытка чувств. Но моя личная ситуация, она в каком-то смысле трагична, потому что моя матушка, как известно, чисто русская, хотя она была одним из лучших знатоков таджикской культуры, таджикского языка, и, как говорят, такой таджички, как Успенская, уже не будет. Понимаете? Я 60 лет прожил в Москве, в России, да? И, конечно, вот эта моя русская половина, как я говорю, двугорбый верблюд. Один горб Таджикистан, один горб Россия. И поэтому для меня, и, конечно,
родная Гисарская долина, мое любимое Варзобское ущелье, это как бы мои Гахбары, моя родина, конечно. Я здесь до 17 лет жил. Вот. Но какая-нибудь деревушка в Псковской области, да, какие-нибудь пространства великие, которые открывает русская земля, они тоже во мне очень живо, и я по ним тоже очень скучаю, очень скучаю. И, кстати, мне понятно движение таджиков на Русь, мне оно очень понятно, потому что по своей генетике, по своему характеру таджики очень похожи на русских. Почему вот я даже знаю, что когда в какой-то заброшенной деревне, да, появляются таджики, да, то оставшиеся старухи, компирши, они говорят: о, приехали наши приехали. Таджики тут же идут, все, ни один ничего не взял, гвоздя не взял чужого. Тут же начинают чинить ей избу, таскать воду, таскать еду. Понимаете, это в таджиках, во-первых, они так же, как русские, наивные, гостеприимные, даже как какие-то нежные люди по душе. И самое главное, таджики и русские не отвечают на зло злом. Широкая душа. Понимаете? Река, распахнутая настежь. Да. Вот это и влечет таджиков. Не только возможность заработать там, это само собой, да, но над этим стоит еще, под этим стоит более глубокие чувства. Все народы прекрасны, никаких богоизбранных народов нету, это все ерунда. Все народы, как говорит, народы мысли Бога. Да? Но есть какие-то индоевропейская группа, да, какие-то есть тюркские группы, все они прекрасны, но есть какие-то общие. И в этом смысле, например, таджики ближе русским, чем многие народы, живущие в России. Понимаешь? Вот это не в смысле, что я хочу, упаси Бог, обидеть какие-то другие народы. Но по характеру, по своей генетике, вот по своей какой-то нежности, да, и вот этому гостеприимству. Отсюда самую великую мысль Христа: люби врага своего. Вот какая широта души. Это в каждом человеке сидит, в каждом человеке. Люби врага своего. Это высшая идея, которая сидит в человеческой душе. Ну, вы частично уже ответили на второй вопрос, но он у меня был так сформулирован. Кто, по-вашему, Тимур Зульфикаров? Это таджик, который пишет на русском языке, или русский поэт, пишущий о Таджикистане? Знаете, это очень просто, я всегда на этот вопрос отвечаю. Когда во мне говорит русская мать, да, я пишу Россию. Вот. Когда говорит таджикский отец, я пишу Таджикистан. И шире Азию, и шире, чем Россию. Вообще европейское какое-то. Не зря меня называют евразийцем. Евразия, понимаете? Поэтому, но, конечно, язык, все-таки поэзию это определяет прежде всего язык, понимаете? И, конечно, прежде всего, вот, конечно, моя литература, она прежде всего имеет отношение к русской литературе, несомненно. Но что интересно, когда я выхожу на улицу, обязательно подходит несколько неизвестных мне людей, да? И вот даже плохо говорящие по-русски, они чувствуют, что моя литература во многом это таджикская литература, эмигрировавшая в русскую культуру. Понимаешь, как эмигрируют люди, так и эмигрирует литература. Потому что то, что я написал на русском языке о Таджикистане, да,
ни один таджик не написал. Ни один таджик. Более того, в Советской империи ему бы это не разрешили. Им бы не позволили написать «Первая любовь Насреддина», книгу «Смерти Амир Тимура», книгу полную ислама, полную суфизма. И это было написано в 70-е годы, когда Советский Союз был атеистической официально страной. Да? Вот. Но русские цензоры думали, ну это таджикский писатель, видимо, так там пишут. Меня спасало мое таджикское происхождение, понимаешь? Поэты – это любимицы богов. Это ваши слова. Нет, это не мои, это древняя Эллада. Да, ну тогда я прочитал их у вас. Поэтому, наверное, они лучше других воспевают его. Что такое божество и что такое творчество, по-вашему? Поэты, любимцы богов, это говорили древние греки, да? Конечно, высшая поэзия, она всегда вызывает мысль, что рукой поэтов великих движет Творец. Движет Творец. Даже сам Фердоуси, Данте, да? Может быть, наш Лаик Шарали, да? Есть у них такие стихи, как будто их не человек написал, а вот божественная рука двигала. Но это не только литература, а музыка, Шашмаком, да, который, кстати, защищает наш президент. Это очень, кстати, очень важно, что президент защищает флаг, защищает Шашмаком, потому что сейчас вот эта шайтанская музыка, которая везде грохочет, да, она уничтожает. И я, например, страстный противник вот этой жуткой музыки. Только на стадионах, во время больших праздников должна звучать эта громкая децибельная музыка. А она звучит везде. Посмотрите, свадьба, да, где молодые ребята на всю жизнь он связывает свою судьбу с этой девушкой. Они хотят послушать, что им скажут опытные люди, что такое брак, что их ждет, какие препятствия, ревность, бедность, разные вещи, да, в жизни. Как они должны уважать друг друга. Ничего этого нет. Эта музыка должна быть запрещена. Я в письме президенту написал, давайте сделаем Таджикистан оазисом тишины, поэзии. Пусть звучит музыка настоящая, пусть звучат великие стихи, чтобы ребята молодые и дети маленькие знали, что Таджикистан – это великий оазис тишины, поэзии, мудрости, философии, любви. Тогда сюда будут ехать туристы, они будут знать, что там нет этой грохота, этой шайтанской музыки. Понимаешь? Нет этих воплей. Вот. Нет этого пьянства на природе. Я вот наблюдаю, приезжают, напиваются около родников, понимаешь? Вот. Около рек. Река – это седое лицо твоей матери, седовласое. Ты будешь в мать бутылки кидать? В лицо матери? Нет. А почему ты в реку кидаешь? Это лицо твоей матери. Река плачет. Настоящее вечное творчество, то, что живет в веках, это во многом его Творца, это его как бы божественная рука, его божественный приказ, его фармон, его маслихат, да, вот его. Это как бы, ну это ничего нового в этом нет. Вот. Но есть шайтанское искусство. Это в основном шоу-бизнес. Это шайтанское искусство. Понимаешь? Это
Вот вы правильно спросили, надо различать божественное искусство, которое идет от Аллаха, от Всевышнего, от Творца, и есть искусство, идущее от шайтана. Обычные люди к Богу приближаются по лестницам различных религий. Поэты и мудрецы это делают при помощи слов. О вас так и говорят, что Зульфикаров строит целые храмы и мечети из слов. Более того, вы очень много писали и о пророках. Как вот вы думаете, кто они такие, пророки, и что такое пророчество? Ну, вы знаете, я писал о великих царях, об эмире Тимуре, о Чингисхане, об Иване Грозном. Да? Вот. Это как бы отдельные целые романы у меня. Да? И постепенно я, так сказать, в таком великом поклоне я написал, в 2004 году я написал книгу детства Иисуса Христа. Вот. По благословению афонского монаха. Это очень об этом говорить, писать о детстве Иисуса Христа. И в течение 20 лет я писал маленькую вещь. «Один день из детства Пайгамбара». Это будет с ним милосердие. То есть вот две книги, небольшие книги. В 2004 году я написал книгу детства Христа, и спустя 10 лет или 15 я написал «Один день из детства Пайгамбара». Вот. И, кстати, вот там фотография, я получил главную исламскую премию России вот за эту вещь. Один день, только один день. Как я говорю, с великого древа я только один листик снял о жизни Пайгамбара. И у меня несколько вещей о том, как Иисус Христос, Исо, пришел в нынешнюю Россию, в заброшенные деревни, и как он сейчас бродит по России. И параллельно я написал 4 вещи о том, как Пайгамбар пришел в нынешний Таджикистан. 4 поэмы небольшие. Они переведены Базором, одна переведена Нур Табаровым, Худо Рахмати, одна, и 3 переведены Оскаром Хакимом. Это «Золотой плов пророка», это «Золотой плов пророка», «Один день из детства пророка», это «Караван», вещь, «Караван». И еще одна вещь, это «Верблюд пустыни», по-моему, называется. Я забыл название, 4-й вот поэмы. Вот. Знаете, все пишут о том, как Христос жил, что с ним было. Вот мы смотрим фильмы Булгакова о «Мастере и Маргарите». Но о том, как он пришел в нынешнюю Русь, никто не пишет. Вот. И также, кто пишет о том, как Пайгамбар пришел в нынешний Таджикистан. Это, знаете, вообще вещи очень как я говорю, это все равно, что на плечах таскать пирамиду. Да? Это очень тяжелое такой жребий. Это вообще непосильный. Даже когда мне вот монах сказал, что ты напишешь о детстве Христа, я сказал, никогда. Как это вообще увидеть этого мальчика там в назаретской пыли, да? И долгое какое-то время, и вдруг я какие-то картины увидел. И то же самое о детстве
о детстве Пайгамбара. Я 20 лет изучал его жизнь, знаешь. И когда эту вещь я написал, мне парень вез меня на такси в Москве и узнал, говорит, вы Зульфикаров, да, говорит, вы написали о пророке, да? Говорит, смотрите, если хоть одну ошибку дали, да, башку отрубят. Одна ошибка, да, в этом тексте могла стоить мне головы, понимаете? Вот. Но это было, знаешь, об этом нельзя говорить, это надо читать. Я счастлив, что это вышло, что это, что книгу детства Христа перевели на немецкий язык. Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы ребята молодые почитали на таджикском языке в переводе Нура Табарова вот «Один день из детства Пайгамбара». Вот в книгах есть моих. Я не зря спросил о пророчестве, потому что некоторые ваши пророчества о будущем нашей планеты начинают уже сбываться. Многих это откровенно пугает. Как вы сами на это смотрите? Особенно в экологической ситуации. Да. Вы знаете, вот в этом смысле я, ну как вы знаете, что я уже более 50 лет, я дружу, и мы, как говорится, вместе с Хаджой Насреддином, да? Тысячелетняя фигура. Мы давно с ним едины, да, уже не поймешь. И даже мне в Кишлаке один старик сказал замечательную вещь. Он говорит, благодаря вам 50 лет Хаджа Насреддин, которого ждут в 100 народах и в 43 странах. 43, он герой 43 стран от Испании до Китая. Он существует, да? Но он 50 лет, благодаря тому, что он нашел такого собеседника, находится на таджикской земле. Когда ты помрешь, он мне сказал, во-первых, мы тебя не отдадим, говорит, мы там похороним тебя. Он уйдет уже, говорит, и когда он появится на таджикской земле, уже, говорит, может быть, через 1000 лет. Потому что уже он появится в другом варианте, в других этих. Вот в таком виде суфийского мудреца и пророка, конечно, вот он здесь сейчас сидит. И, конечно, то, что он вот как бы чувствует, что сейчас уже оружие современное, оно может уничтожить планету. Вот, понимаете? И как вот и это оружие намного обошло тех, кто им владеет. Вот, как говорит Хаджа Насреддин, представь себе, что у Чингисхана было бы атомное оружие. У Чингисхана. Человечество бы могло не быть уже, да? Теперь перейдем к вашему творчеству. Ваши произведения переведены на несколько десяток языков мира. Учитывая особенность вашего стиля и уникальность подхода к исследуемым проблемам, это очень трудная задача. Вполне естественно, что многих этих языков вы и сами не знаете. А как считаете, возможно ли вообще перевести Зульфикарова? И кому больше всех удалось? Поэзию вообще переводить невозможно. Поэзию. Вот. Но мудрость, да, афоризмы, размышления, их можно переводить. Сюжеты, уникальные хадисы, притчи, их можно переводить. И я думаю, что я во время гражданской войны здесь, в Таджикистане, я был здесь, я все пережил, гражданскую войну, и я написал роман о гражданской войне. Он мало известен, к сожалению. Сейчас никто не читает книги. Вот в чем дело. И вот этот роман «Стоящие, рыдающие среди бегущих вод» называется. И он переведен на английский язык блистательным одним профессором, который, он специалист по русскому языку, он наткнулся на
мой роман, который печатался в Москве, специально приехал из Лондона в Москву, и чтобы со мной познакомиться, в течение 6 лет он переводил этот роман на английский язык, причем Махмудулло, самое поразительное, в процессе этих лет он прекрасно выучил таджикский язык. Дважды приезжал сюда, смотрел эти места, где проходила гражданская война, и стал по-таджикски мне писать. А я неплохо это. То есть он китайский знает, вообще гигант, полиглот. Вот его перевод, он в интернете плавает. Благодаря этому переводу он на Нобелевскую премию представлен, уже лет 10 крутится там. Потом прекрасная переводчица у меня в Германии, которая тоже лет 15 она это переводила мои вещи. Вот. Ну и есть в других странах, в Италии есть, в Австрии, там, в Венгрии, Польше. Но самое главное, на английском и немецком они существуют. Китайцы очень долго это изучают. Они называют меня новым Лао Цзы. Вообще я похвастаюсь. В Китае новый Лао Цзы, в Европе новый Данте, а в Иране меня называют новым Мавлано. Мои вещи – это новый Мавлано. Потому что, как один мне сказал, после Мавлано на Востоке не было такого мудреца, как ты. По мотивам ваших произведений и сценариям сняты очень многие фильмы. Постановки зульфикаровских пьес осуществлены в престижных театрах мира. Когда ставят произведения неопытного автора, маститые режиссеры говорят о том, что насколько ему удалось обогатить материал. А когда ставят пьесы авторов вашей величины, гадают, насколько автор сценического произведения воплотил идеи автора. Так, кому и насколько это удалось больше всех? Да, я думаю, что Наби, вот Абдурахманов, да, и наш Барзу, и Барзу, вот они близко подошли. И да, и, конечно, Капки Кафас, кто поставил. Бахадур Миралибеков. Вот я могу сказать, что Бахадур ближе всех подошел. Я считаю, что особенно вот Капки Кафас, да, там великий артист этот Ширали Абдулкадир, который сыграл Амира Тимура, да, это великий трагический артист, великая трагедия, великая. Вот. Он ставил и Хаям. Да, и кстати, Хуршедов шикарно он сделал Омар Хаяма. Я даже не могу сказать, что Наби и Абдуразаков, что они выше. Я думаю, что это четверка лошадей одинаковых. Да, я думаю, что да. Но ближе всех вот к моему трагическому миру подошел Миралибеков. Потому что у меня это такие античные трагедии. Жалко, что не принимал участие наш наш супергигант Хашим Гадоев. Вот это мой артист тоже. Вашего уровня и мироощущений. Вы как-то сказали, что жизнь и творчество великих поэтов связано с великими правителями. Несколько лет назад получил широкий резонанс ваши высказывания о лидере нашей республики, нашей нации, президенте Республики Таджикистан Эмомали Рахмони. Говорят, эти мысли уже давно переросли в большую книгу. Какова судьба этого произведения? Как вы оцениваете деятельность лидера нашей нации? Конфуций сказал, что самое великое достижение человека – это государство, строительство государственной машины. Вот это, когда был разрушен Советский Союз, надо было построить государство. Это, конечно, величайшая труднейшая миссия у человека – строительство государства, армии, науки.
медицины, образования. Эх, художник, это все в голове должно, все это создавать, все. До стадиона и детского сада, это все в голове. Конечно, как строитель государства, имам Али Рахмон, конечно, великий государственный деятель, несомненно. Вот. Это если говорить о высокой миссии вообще государственного деятеля. Разрешать легко, создавать государство – это фантастический труд. Вот. И, кстати, я часто заглядываю в его книгу «Таджики в зеркале нации». Почему они мало как-то говорят все? Кто сейчас из нынешних, вот я говорил про этих людей, в руках которых атомное оружие, у них есть книги об истории их народа, вот, об истории вообще Азии, ну или того места, где ты правишь, в той же Франции, в Англии, в Америке. Ну, у этих президентов есть что-нибудь подобное этому труду? Вот «Таджики в зеркале истории». Это действительно колоссальный труд. Он правитель, мудрец. Вот. Таких сейчас, не знаю даже, кто сейчас. Может быть, в Китае, может быть Си Цзяньпин, потому что за ним стоит многотысячелетняя китайская мощь, китайская философия, да? Вот. Но я не знаю, есть ли у него такие вот книги, в смысле об истории Китая, или в Японии, или в Индии. Индия величайшая, да, цивилизация. Но есть ли, например, у президента Индии, да, есть ли такие фолианты, есть ли такие книги, где история их страны, народа так увидена? Вот что интересно. Главное, что я хотел сказать, что сейчас правителей мудрецов почти не осталось. Почти не осталось. Книга, посвященная президенту, выйдет. Вечных книг своя судьба. Вот эта книга, которая называется «Странник трех миров на Золотой горе». Эта книга называется, посвященная президенту. Это о том, что все мы пришли оттуда, из того мира, здесь, и нас ждет третий мир. Третий мир. Смерти нет. Смерти нет. Смерть – это маленький купрук, остров, да? Как из бытия в иное бытие. Не бытия нет, смерти нет. Третий мир нас ждет. Вот смерть – это короткий такой купрук, мы перескочили, и все. Это быстро, и все. И уже мы в другом мире находимся. Марина Струкова, высоко оценивая ваше творчество, призывает поэтов учиться у вас. Я думаю, всем нам стоит учиться у вас, учиться быть особенными, исключительными, не похожими на других, быть самими собой.